Так, я Дремель Валентина Бернандовна, 52 год, 1952 год. Родилась в Кокчетавской области, Келлерский район, село Подлесное. Там кончила десятилетку, потом работала в детском доме инвалидов, воспитателем. Так, в 73 году вышла замуж, родился сынок. И в 1974 году, 1 октября, мы переехали в село Малиновка. Я дочь репрессированных. В 1936 году бабушку и дедушку и их детей выслали с Украины, Житомирская область, село Веровка. Ехали они долго, месяца 2. На теплушках. По дороге было очень тяжело, холодно и голодно. Умирали и дети, и взрослые, и старики. Их хоронили прямо по дороге. Потом их по распределению они попали в Кокчетавскую область, Келлерский район. Ну, тогда еще не было село Подлесное. Просто привезли на открытую местность. Ну, и они стали рыть себе землянки, потихоньку стали обживаться, помогали им местное население. Давали им и продукцию, и кумыс, давали им как кошма, которыми они утепляли свои здания, а потом уже настала весна, и они начали строить себе домики. Но лес, кругом был лес березовый, они заготавливали лес и строили домики. Ну и стали сажать с отростков картошки, сажали картошку, выводили. У кого было зерно, вот так это они потихоньку они так обрели свое хозяйство. Там им давали где теленка, где жеребенка, и они так развели свое хозяйство. Потом образовался колхоз имени Димитрова. В те тяжелые времена, как бабушка собирала яички, молоко, сметану, все, им нужно было в соседнее село нести на базар, все продавать это. Как это называется? Рынок? Ну, на рынок они ходили, вот так продавали излишнюю, ну, не излишнюю, просто им был как налог, вот. Это и это, вот столько семье надо было ходить и продавать. Вот это я помню. Ну, и помню, как они эти дома строили, ну, как вот обживались. Ну, все с самого начала, как разделывали эти земли, все, как строили эти печки на улице, как хлеб пекли в этих печках, варили на улице. Это я хорошо помню все. Так, в совхозе мы живем уже 45 лет. Жизнь 45 лет. Жизнь прекрасная. Когда мы сюда приехали, ну, было тяжеловато. Сначала мы жили в бараке, потом дали двухкомнатную квартиру, а потом вот прекрасную здесь квартиру. В совхозе отработали. Сейчас получаем прекрасную пенсию. Наслаждаемся жизнью. Все очень прекрасно. Представить. Да. Дремель Иван Альбертович, 1952 года рождения. Октябрь месяц, 4 октября. Родился я в Кокчетавской области, Келлерский район, село Подлесное. Там я вырос, окончил школу, уехал учиться в Аральскую мореходку, на Аральское море, в Казахстане. Закончил, я ушел в армию, с армии вернулся, женился и переехал сюда. Здесь Малиновка, был набор людей. Только Шар переехал сюда, вот был набор. Я переехал сюда, нам сразу дали барак, квартира бесплатная, квартплаты никакой не было. Садики бесплатно. Ничего мы не платили целые 2 года. Садик бесплатный, питание
было у нас 20 копеек в те времена. И вот это было время такое, что как раз была возможность людям подняться. У людей в то время ничего не было. Мы приехали голые, как, ну, молодежь, 22 года мне было. Вот я с тех пор живу здесь в Малиновке. Работал на разных работах. Сначала я монтажником был, год поработал. Год на птицеводстве поработал, а потом по снабжению стали, ну, повышение пошел. А после этого снабжения я ушел в полеводство механиком. Много лет я там, лет 15-20 проработал. А тут меня завоэлеватором поставили с полеводства. Завоэлеватора я ушел на кормоцех, на фабрику начальником. А оттуда я уже ушел на МТМ. Нет, ремонтно-механическая мастерская называется. Там я стал начальником. И оттуда я ушел на пенсию. Как и в 1936 году, когда я переехал, потом его забрали в ту армию в Челябинск. В Челябинске он был. Челябинск уже относится к России. Но он там до 1956 года, по-моему. Оттуда только вернулся в 1956 году. И все, он был под автоматами. Ну, и как это было тогда, в те времена. Немцы вообще тогда презирали нас, хоть и не были виноваты. Ну, также и казахов тоже, многие так были. Вот поэтому эти люди, многие, конечно, не выдерживали такой адский труд. Но мой отец выдержал и вернулся домой. Вот после этого пошло у него семейство. И с тех пор мы все живы, здоровы живем, а отца уже нету. Он умер в 2002 году, в 2000 году. А мать у меня там же умерла в 1977 году. Просто она болела тоже в те времена, как сейчас, такого лекарства не было, а тем более поселки, отдаленные, от райцентра, от области, от города. Но люди выживали. Люди выжили. Кто выжил, тот остался живой, а кто нет, то нет. Получается, в 1936 году ваши родители переехали из Украины. В 1936 году вот они переехали с Украины. Как... Тоже Житомирская район, да? Они с одного места все. И я тоже, как вот, ну, нас тоже немцев тогда не брали ни в армию. Вот только в 70-е годы началась система. А до 70-х годов тоже было презрение, если так взять. Но не само население, а государство. Это все сталинский режим, репрессии, вот это все произошло. Вот это люди пострадали многие. Поэтому не всем удалось выучиться в те времена. Это мне просто повезло. В 68 году я ушел в мореходку учиться. Так просто повезло. И так вот пошло и дальше. Я стал подниматься. И начальство здесь уже в том уже 70-е, 80-е годы видели все. Как я офицер запаса я. Меня даже в 82 году забирали в Афган. Но у меня было 2 сына. И они меня просто отстранили из-за детей. А так бы кто его знает, был бы я живой сейчас или нет. Спасибо. Вот, да. Теперь, пожалуйста, расскажите о реабилитации. В 1956 году, да? В феврале? 14 февраля 1956 года, после смерти Сталина, вышел закон о реабилитации. И получили справки. И получили справки. И ваши тоже, да? Да. Те же самые мои родители тоже в это же время, в этом же году, жили они вместе в одном поселке. Ага. А вы, получается, живете вместе уже сколько лет? 47. 47 лет, да. Мы живем Спасибо вам 47 за лет. то, что дали интервью.